Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Суждено ли исполниться вашим мечтам, вашим планам? Загадайте, пожалуйста, на свою мечту, на свои планы, на все загадывайте. И если высшие позволят, я отвечу на ваш вопрос. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну вот самое первое, это чьи-то пристрастия. Здесь человек с какими-то пристрастиями, с какими-то вредными привычками, увлечениями. Вы хотите, чтобы человек завязал, бросил, отказался. Вы, возможно, какие-то действия совершали магического характера. Может быть, возили этого человека там, по всяким наркологам, гипнологам, не знаю, магам, экстрасенсам, да, ну кто на что горазд, тот тем и пытался помочь. Кстати, это очень похвально, что вы человека не бросили, не отказались, не отвернулись от этого человека, а пытались ему либо ей помочь. Так, действия с вашей стороны достаточно ярко выраженные идут. И высшие это отмечают, да, просто сразу показали именно эту ситуацию. Смотрите, не сразу, не через короткое время, не в ближайшем будущем, но человек от своего пристрастия откажется. Здесь у человека по судьбе идет критический переломный момент. Я не могу вам сказать, что конкретно будет. У кого-то отыграется, что человек в ступор впадет, да, и жизнь перед глазами пролетит. А у кого-то отыграется, что человек действительно попадет в критическую ситуацию. Знаете, вот этот момент, когда говорят грань между жизнью и смертью. И вот там произойдет переломный момент. Пока этот человек не хочет завязать сам, бросить, завязать, отказаться, все ваши усилия, все ваши потуги в этом направлении, они пустые идут, к сожалению. Здесь вам предлагается просто довериться высшим силам, и судьба она ведь сама вывернет. Понимаете, сама вывернет. Кстати, у кого-то даже может отыграться, что у человека прям плохо со здоровьем станет. Там, знаете, как выбор будет стоять. То есть, если ты продолжаешь, то готовь себе место на погосте. Если отказываешься, да, то у тебя есть шанс и чувствовать себя лучше, и жить дальше, быть здоровым, счастливым человеком. То есть время не пришло. Вы извините за такое предсказание, но я говорю вам как есть. Время не пришло, время это придет. Когда придет? В течение 2-3 лет. Вот будет ситуация, которая все кардинальным образом изменит. И человек сам побежит. Знаете, как придет к вам, скажет: отведи меня, все, я хочу бросить, я хочу завязать. Вот. Надо просто немножко подождать, набраться терпения, и время все поставит на свои места. Ну и высшие, конечно же, тут помогут. Так, еще чему суждено исполниться? Кто-то мечтает о каком-то выигрыше. Выигрыш вы хотите. Я так понимаю, что про лотерею речь идет. Лотерея. Кстати, вот информация такая пришла. Кто-то еще играет. Я забыла, как это называется. Какую-то визу, может быть, вы хотите получить. Может быть, даже не виза. Документ, да, документ. Какой-то документ надо выиграть. Кто в такие игры играет, это не ваш путь. К сожалению, это не исполнится. Таких легких побед, либо такой шары, да, назовем это как есть, ее в вашей жизни не будет. Почему не будет? Многие люди не понимают, насколько это плохо выиграть, например, большую сумму денег в лотерею, либо как-то там на изи легко получить тот или иной документ, разрешение. Без труда, да, без каких-то усилий, без какой-то оплаты. Вы знаете,
оно и к лучшему, что у вас не получится. Вам не нужно будет платить цену, которую вам еще не назвали. То есть получается, если вы что-то где-то выигрываете, потом с вас спрашивают, да, либо вам приходится за это платить, а вы не знаете, что у вас заберут, да, либо что у вас потребуют в оплату. Не гоняйтесь за вот этими легкими деньгами, ну, за шарой, да, не гоняйтесь. Если вы не готовы платить, если хотите, вот почитайте, не знаю, там в интернете, да, что происходит с людьми, которые выигрывают большие деньги. Без особых усилий, вернее, получают большие деньги. Вот лотереи всякие, они же там спиваются, там, не знаю, их убивают, выманивают, выкрадывают, не знаю, что-то делают с ними нехорошее. Вы же не хотите такой судьбы, не хотите. За этим вам лучше не гоняться. Я вижу, что могут быть выигрыши, но выигрыши скромные. Вот от той суммы, которую вы хотите выиграть, да, и выигрыши идут скромные. Не так у вас будет. Не так. Вот с деньгами совершенно не так у вас будет. И с документами, если какой-то документ вы хотите выиграть, тоже не так будет. То есть вам везде, это как в судьбе у вас прописано, понимаете, такая программа, вы ее выполняете. Вам все дается с трудом. Чем сложнее вам дается какая-то ситуация, какое-то дело, тем оно более результативнее и тем более позитивно отзывается в вашей судьбе. Ну, вы, наверное, это заметили без меня. Поэтому таких легких денег не ищите и не спускайте все деньги на лотерейные билетики. Так, ищите другой путь. Дальше, мои хорошие, здесь у меня женщина. Не знаю, она то ли развестись хочет, то ли кого-то хочет развести. Смотрите, то ли у вас какой-то муж, жена не очень вам подходит, и вы сейчас в сердцах думаете: ах, провались ты, чтобы я тебя не видела, отстань от меня, выйди из моей жизни, больше никогда не заходи. Либо вам кажется, что у вашей, ну, допустим, дочери, либо сына какая-то жена, муж не такие, вот не подходящие. Девчонки и мужчины, кто хочет сейчас развестись, я не вижу вашего развода. Да, вы можете расходиться, какое-то время жить на расстоянии друг от друга, да, брать эти паузы, но вы созданы друг для друга, вас все равно будет тянуть друг к другу. И я вам так скажу, что вы на самом деле уже на пути к тому, чтобы у вас все наладилось. Самые последние шаги, они самые тяжелые, да, самые последние метры, они самые тяжелые, тяжелее всего вам дадутся. Но пройдя этот критический момент, критический период, вы как другими глазами друг на друга посмотрите. У вас все еще будет, и все будет прекрасно. Если мы говорим о тех людях, кто хотели бы счастья своим детям, то там немножко другая ситуация. Ваш ребенок все сделает сам, все решит. Я даже больше скажу, я вот чувствую, что у кого-то ситуация, что ваш ребенок не говорит вам, но готовится к тому, чтобы расстаться либо развестись. Там 100% исполнится. Тот никудышний партнер, либо партнерша уйдет из жизни вашего ребенка. Без ваших усилий, без вашей помощи. Вам вообще категорически запрещено туда влазить. Не надо, не надо. Ваш ребенок разберется, и все будет хорошо. Лучше туда не совать свой нос, пусть они там сами выясняют отношения, расходятся, разводятся, разъезжаются. Это будет. Так, и еще момент карьеры кто-то хочет, очень хочется карьеры, справедливой карьеры. Я так понимаю, что вы очень долго выполняли какую-то работу, как говорится, на ней собаку съели, то есть все там знаете, все умеете, закрытыми глазами все делаете. А вот ваше начальство в упор этого не замечает, либо делает вид, что не замечает. Вместо вас продвигают каких-то других людей, либо набирают из родственников, любовниц. А вы на все это смотрите, и вам так обидно, что прям хочется уйти с этой работы. Если вы в такой ситуации, потерпите, не уходите. У вас идет новая работа, причем вы хотите повышения на одну ступеньку, а новая работа будет связана с повышением сразу на 2-3 ступеньки. Смотрите, это может отыграться в таком ключе. У одних приглашение в другую
компанию, организацию, как опытного сотрудника, как квалифицированного сотрудника. Да, вам сразу скажут: вот ты там столько лет проработала на этом месте, значит 100% все знаешь, мы там справки навели, никаких нареканий нет, наоборот, одни только позитивные отзывы и похвалы. Да, будь там, например, лидером группы, либо будь начальником какого-то отдела, департамента, вас так возьмут. А у других отыграется, будет какое-то новое направление, либо может быть новый какой-то, не знаю, офис, цех, фабрика, да, вот что-то будет в рамках вашего предприятия новое открываться. И вас сразу туда позовут на руководящую должность. Все, вы своего дождетесь. Дождетесь. Здесь вот прям исполнится. Исполнится, кстати, гораздо лучше и ярче, чем вы себе вот просите, представляете. Так, а здесь у меня кто-то за бизнес, за свой переживает, либо хочет свой бизнес открыть. Для тех, кто хочет свой бизнес открыть. У вас все получится, вы откроете. Я вижу, что вам кто-то будет помогать советами, может быть, физически, а у кого-то человек просто проспонсирует ваш бизнес. Вам тут совет идет один: не жди скорых результатов. Это первый. Да, если не будет скорых результатов, не нервничай, это второй. И третий: старайся быть индивидуальностью. Индивидуальность – это залог вашего успеха. Если вы будете делать все, как другие делают, ну, к сожалению, результат будет какой-то скоротечный, ненадежный и такой, знаете, вяло играющий, назовем это так. Будьте индивидуальностью, старайтесь креативить, старайтесь придумывать свое, да, чтобы у вас был свой как будто бы стиль. Понимаете, вот индивидуальный стиль. Так, для тех, у кого уже бизнес есть, но что-то вот происходит не то, не так, да, как вы хотели, как вы рассчитывали, ну, вас тут конкуренты заедают. Конкуренты, недоброжелатели, кому-то магическим путем все портят, а кому-то и, знаете, закулисными играми портят. Да, может быть, там на вас жалобы строчат, может быть, антирекламу вам запускают. Это жизнь, понимаете, вот как портят, палками со спины бьют. Дела не очень, потому что вот эти конкуренты делают. Надолго их не хватит. Запала этого конкурентского не хватит. Да? Все равно вы свое дело продолжаете делать, не обращайте ни на кого внимания. Важно продолжать, не останавливаться. И вас ждет большой-большой сюрприз. Я, конечно, могу вам сказать, что вас ждет, но лучше пусть это будет сюрпризом. Здесь так и показано, что это должно быть для вас сюрпризом. Вот все ваши вот эти страдания, душевные муки, головные боли, физические боли, которые вы испытывали, делая свое дело, делая свою работу, они будут все вознаграждены. Даже и не думайте, другого не будет, только будет хорошее. Но опять же, при условии, что вы продолжаете, что вы не сдаетесь. И еще. Это предсказание касается лишь только тех людей, кто делает свое дело честно. Честно, да? Я не хочу ни в кого тыкать пальцами, я говорю, как я вижу. Если у вас есть какая-то тень, да, где-то вы там смухлевали, где-то вы, может быть, что-то сделали не так, либо там с кем-то договорились, там немножко другой результат будет. Вам придется возвращаться в ту точку, где вы поступили нечестно, исправлять ее и уже дальше работать честно. И тогда будет хороший результат. Вас просто не пустят в успех, вот настоящий, не вот эта кратковременная вспышка, да, а настоящий успех вас не пустят, пока у вас есть темные пятна. Да, сзади у вас там за спиной темные пятна. Вот. Время сейчас у вас есть, все это почистить, убрать. Да, чтобы поскорее добиться своего полноценного, настоящего, долгоиграющего успеха. Так, еще кто-то очень сильно хочет уехать, переехать. Переехать, уехать, может быть, в пределах вашей страны, области, может быть, даже и за границу, за океан, на другой континент. Ну, такие мысли есть. Мои хорошие, ну, кто вот прям мечтает о такой судьбе, вы же не просто так об этом мечтаете, да, не просто так вам в голову пришло, что да, надо куда-то ехать, надо куда-то мне переезжать. Нет, это естественное ваше желание, которое
Но ваша душа, понимаете, ваша душа просит этого. Потому что ваша душа-то знает, что вы должны куда-то уехать, переехать. Переезд у вас будет, кстати, он будет не один. Кому-то по судьбе дважды такие переезды глобальные. Ну а кому-то переехавший раз, да, на месте, вот на новом месте несколько раз переезжает. А может быть с одного района в другой, с одной улицы на другую улицу. То есть прям глобальных переездов я у вас вижу 2. Мы говорим о вашем будущем, не о том, что было до этого момента, о будущем говорим. Смотрите, здесь вам такой еще совет идет, ну совет-подсказка, да. Не бойтесь трудностей, не бойтесь, они всегда будут. Люди, которые приезжают в новое место, даже в пределах своей страны, даже в пределах своей области, все равно новое место, новое место. Вы там новенький человек, вы никого не знаете, вы ничего не знаете. Вам нужно полностью прям с нуля опять организовать свою жизнь. И это не только про быт, это и про работу, это про знакомых, про друзей. Это просто банально там, да, найти новую клинику, завязать там связи, знакомства. Поэтому этого не бойтесь. Этого не бойтесь. Это, конечно же, будет в вашей жизни как трудность, но вы не должны этого бояться. Абсолютно нет. Нет. Бояться нельзя ни в коем случае. И пусть это не будет давить на вас, потому что я вижу, что кто-то будет прям нервничать. Ох, давай вернусь обратно, давай уедем обратно. Не надо этого делать. Живите на новом месте. Назад дороги нет. Представьте, что все мосты сожжены. И назад возвращаться не только нельзя, но и невозможно. Вот. Трудно будет первые там 3-5 месяцев, а потом как пойдет, как понравится, как полюбите вы новое место. Ой, забудете даже все эти тревоги, все эти переживания, все трудности первых 2-3 месяцев. Так, еще. Ну, здесь женщина о мужчине мечтает. Вернее так, женщина хочет, чтобы мужчина был с ней. Но тут мужчина, я не знаю, наверное, не свободный, да, либо у мужчины сразу параллельно 2 женщины. Я не знаю, с какой вы стороны, я не знаю, кто вы этому мужчине, и здесь вообще не указано, нет ни единого указания, кем вы ему приходитесь. Но я четко могу сказать, что мужчина, вернее, женщина мечтает о том, чтобы мужчина был с ней. Такое желание сердца. Сейчас вы хотите этого, и сейчас вы очень сильно об этом мечтаете. Но придет такой день, придет такой час, когда вы будете делать полную переоценку и как-то по-другому смотреть на этого мужчину. Смотрите, у одних отыграется, что вы слишком зациклены на этом мужчине, и вам кажется, что если его не будет, то все, жизнь моя рухнет, боже, я никому не нужна, я никогда не буду счастливой, мне нужен только он. Знаете, придет такое время, когда вы себя полюбите, когда вы начнете себя ценить, уважать, начнете двигаться вперед. Вы не будете прям настолько привязаны к этому мужчине. Вы даже вот и внешне поменяетесь, и поведение ваше поменяется. Вот в этот период мужчина сам к вам прибежит, ваш этот мужчина прибежит и будет настаивать, чтобы вы были его женщиной. Прям просить, умолять, да, на коленях ползать и говорить: я хочу быть твоим мужчиной. А у кого-то отыграет, что у вас появится другой мужчина, который увидит вас женщину, который будет относиться к вам как к прекрасной леди, как императрица, на руках вас будет носить. Вы будете сравнивать и думать: боже, я этого столько времени тут жду, там, молюсь на него, там, пылинки с него сдуваю, а он все никак не может решиться, определиться. И вот, пожалуйста, прекрасный мужчина рядом, который носит меня на руках. Ну, у кого-то так, у кого-то по-другому отыграется, но тем не менее. Я вижу, что вы будете счастливая. Кто-то с мужчиной, с кем вы хотите быть в сегодняшнем дне, вы будете счастливы. Но условие, что вы должны к себе по-другому относиться. А кто-то из девчонок, наоборот, выберет нового мужчину, который действительно любит по-настоящему. Так, и еще по поводу детей. Дети. Вышли дети, это могут быть ваши дети, это могут быть внуки, это могут быть просьбы о рождении детей. Да, вот за детей переживаете. Так, за детей переживать не надо, все хорошо будет.
По поводу рождения, беременности нужны действия с вашей стороны. Кому-то нужно лечиться, причем усердно лечиться. А кому-то нужно действительно просить всем сердцем и душой у Создателя, у Всевышнего, для того, чтобы вас благословили ребеночком. Знаете, как ответственность в ваших руках. Да? Насколько вы постараетесь, настолько быстрее наступит беременность. Если вы хотите стать бабушкой, либо прабабушкой, хотите внуков, наслаждайтесь сейчас тишиной, потому что внуков у вас будет много. Либо, может быть, и немного, да, но они будут настолько громкими, либо постоянно будут под вашим попечением, что вы будете даже немножечко уставать, да, будете наоборот мечтать о тишине. Это будет. И еще здесь вышел мужчина, либо женщина, я не могу четко сказать, но человек сейчас не имеет возможности проживать со своими детьми, либо часто видеть своих детей. Если вы себя узнали в этом образе, знаете, что вы будете общаться, у вас будет контакт, либо вот кого-то отыграть, что вы вместе будете проживать на одной территории и с детьми, и с внуками. То есть в будущем у вас все наладится. Это просто временное обстоятельство. То, что вы сейчас со своими детьми на расстоянии не видите, не воспитываете. Эта ситуация уйдет, причем гораздо быстрее, чем вы себе там думаете, придумали. Все наладится, абсолютно все наладится, и все будет хорошо. Так, по поводу здоровья. Кто-то надеется на какие-то чудо-средства. Традиционные, нетрадиционные. Я не могу, к сожалению, сказать, но у вас прям в голове, что вот все, верняк, 100% меня это спасет, мне это поможет. И именно этим мне нужно заниматься. В принципе, средство хорошее. Я тут ничего не могу сказать. Но вам помимо этого средства еще что-то нужно делать. Либо как-то комплексно подходить к решению вашей проблемы по здоровью. То есть совмещать, там, например, традиционную, нетрадиционную, там, образ жизни, образ питания, там, поведение, да, там, прогулки, либо наоборот меньше там себя напрягать какой-то работой, какой-то деятельностью, пусть там физической, либо умственной. Здесь комплекс. Вот как только комплекс вы наработаете, вот четкая такая система, да, как я живу, что я ем, как я пью, там, питьевой этот режим, отдыхаю, работаю, какие препараты применяю, какие посещаю, там, может быть, эти, не знаю, аппараты, физиотерапию, да, вот настолько будет результат. Здесь тоже, знаете, как идет в ваших руках эта ситуация. Чем быстрее вы придете к этой системе, выработаете и придете к ней, тем быстрее будет результат. И, кстати, он будет, как даже постоянный, как константа идет, насколько это возможно. По крайней мере, на десяток лет вот идет именно константа. То есть постоянная, стабильная, результативная ситуация, когда вы себя чувствуете хорошо. Кстати, исполнив свою мечту по поводу здоровья, мне прям идет такая информация, что вы будете, скорее всего, обучать других людей, да, либо делиться опытом, возможно, даже продавая свои курсы, продавая свои эти наработки, да, по правильной постановке, по правильному лечению. И, знаете, как этот гайд, либо как туториал, да, как быть здоровеньким. Да, еще неплохие деньги будете зарабатывать, будете окружены поклонниками, этими страждущими, люди будут к вам тянуться. Но это хорошая ситуация. Вы и себе поможете, и другим поможете, еще на этом заработаете. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.